Сколько я вот занималась продвижением якутского и продюсированием, частенько бывало, задавали нам вопросы во время там, фестивалей, премьер и так далее. Как же так получилось, что кино существует якутское, а киношколы якутской нет? И мы всегда, конечно, пространственно отвечали на это, почему же нет, у нас как бы есть и колледж, где вот как раз готовят ребят, которые занимаются техникой аудиовизуальной, да, и так далее, либо звук, операторской работы. Но, возможно, нет у нас там какой-то школы, связанной с драматургией, там, с режиссурой, да, ну, актерская школа, очень сильно у нас есть сильный театр. То есть у нас как бы все вот эти вот факторы сделали основу якутского кино. Мы об этом все прекрасно знаем, но именно такой, скажем, академической школы кино пока еще не сложилось, но я надеюсь, что в будущем вот в рамках творческого вуза АГИКИ, который в этом году запустил это направление кино, начнется уже какое-то движение по подготовке кадров именно в этой области. Ну, в этом году уже на самом деле в рамках вот Арктического института я начала работать там. То есть я вернулась в родной вуз и возглавила там направление по кино, проект кино, потому что в этом году мы набрали первый раз вот группу, которая будет обучаться азам кино, чтобы потом в будущем представить, быть, как бы специалистами в якутском кино, да, чтобы они специалистами второго эшелона стали. Вот. И, конечно, в рамках не только учебной деятельности, нам очень хотелось, чтобы были какие-то дополнительные проекты, потому что мы знаем, что основа всего, конечно, это образование, потому что профессионализм и профессиональные компетенции всегда были и есть, их надо развивать и повышать. Поэтому мы посчитали, что в рамках института мы должны запустить так называемую киношколу АГИКИ. И прошлой зимой, в декабре, я запустила первый раз пробную вот эту киношколу. И в тот раз мы ее как бы тематически сузили на понятие вообще киноведения. Что-то, как смотреть правильное кино, да, как его обсуждать. Приглашали экспертов. Приезжала замечательная девушка Адиля Хайбулина, киновед, и она рассказывала вообще о трендах и тенденциях в современном кино, о том, куда сейчас идет кино там, и так далее. Да? И еще также приезжали два автора, девушки молодые из Центральной Азии. Одна из них была из Казахстана, другая из Кыргызстана, и они поделились своими работами. Это было очень интересно, потому что мы сейчас знаем, что в тренде так называемое кино, снятое женщинами-режиссерами, да, и было очень любопытно посмотреть их дебютные работы, и публика в лице студентов и зрителей очень тепло их приняла. У нас, конечно, в республике есть много замечательных авторов, которые работают в кино, но мне кажется, их не очень много. Всегда я чувствую, что есть некоторая нехватка в авторах сценариев, поэтому мы решили кинуть клич среди творческой, не только молодежи, всех тех, кто пишет, да, есть ли у них желание позаниматься вот такой лабораторией. Пригласили тех, которые уже работают в кино, тех, которые только намереваются работать в кино, потому что интерес к сценарному делу вообще, оказывается, есть в якутском кино, да, и темы есть, и истории есть, но не все, конечно, они были ровные, и как бы есть над чем поработать. И вот и по итогам как бы работы экспертной комиссии было отобрано 15 проектов. Часть из них было 100% уже написано, там драфт сценария было, у кого-то был там... Ну, были некоторые работы, когда уже интересны на стадии там, синопсиса и тритментов. Вот. И мы решили вот разбить по 3 экспертам. Я сейчас могу озвучить, кто к нам согласился ехать. То есть тоже долго работа шла по согласованию, кто к нам приедет. Да? Первым, значит, открыл эту сценарную школу. Она у нас 3-недельная. 3 недели – это достаточно большой срок. Андрей Апостолов, он у нас главный редактор Ленфильма, это человек, через руки которого проходят все проекты, которые подаются на производство, да, то есть он анализирует, там, например, того, что может ли быть та или иная работа быть, создана, да. Вот. У него большой опыт за плечами, он еще и продюсирует, поэтому одним из первых откликнулся он, потом Сава Минаев, тоже известный сценарист, который работает и с сериалами телевизионными, и с полнометражными фильмами, и Миленевская Мария. По большому счету это лаборатория, сценарная лаборатория, в которой участвуют люди уже с каким-то опытом, уже, что очень важно, с какими-то проектами, да, они приходят сюда разной степени готовности, у кого-то готовый сценарий, у кого-то это заявка, у кого-то это синопсис. Вот, но важно, что это не просто как бы какой-то образовательный процесс, да, это на самом деле образовательно-практическое.
лаборатория, вот, потому что очень важно, на самом деле, я знаю это и по практическому опыту, чтобы, когда ты получаешь какие-то знания, у тебя был какой-то материал твой, над которым ты в этот момент работаешь, и где есть возможность сразу эти знания применить. Вот потому что, ну, на самом деле, если вот просто ты получаешь информацию, но при этом ты не реализуешь как бы ее вот тут же, здесь и сейчас, то эта информация, ну, скажем так, не оседает, она может очень легко выветриться. Вот. В данном случае это, ну, здесь есть практическая составляющая, мы работаем с заявками, сценариями, которые подавали ребята на этот конкурс, а с другой стороны есть часть теоретическая. Вот. И как я говорю, в драматургии, в кинодраматургии, классической, театральной драматургии есть 3 акта. Вот и у нас точно так же 3 акта, 3 гостя. Вот так получилось, что я оказался первым среди этих гостей. Да? Дальше приедут еще 2 замечательных драматурга, Сава Минаев и Мария Миленевская. И поскольку моя часть, вот если переводить это на язык драматургии экспозиционная, то есть вводная, да, мы как бы на наших лекциях больше говорили о таких общетеоретических вопросах, что такое жанр, проблема жанра, что такое архетипические персонажи, как бы историю определяет герой, как в истории осуществляется какое-то взаимодействие миров и так далее, и так далее. Вот. Это как бы те вопросы, которые я пытался осветить, но дальше приедут коллеги, драматурги, я думаю, там будет уже более, опять же, такая практическая работа. Мне кажется, работа очень полезная идет, потому что я уже вижу, уже какие-то там есть результаты маленькие, то есть они уже свои сценарии переделывают, там, подправляют и так далее, что-то вот интересное получается. А для чего все это делается? Для того, чтобы якутское кино продолжало развиваться, потому что есть хороший сценарий, значит, появятся и продюсеры заинтересованы, и режиссеры, может быть, сами ребята, которые пишут, захотят стать авторами. И вот это качество как бы самого якутского кино повысится. Потому что наша киношкола как раз это вот как раз площадка, куда многие вот молодые, и не только молодые ребята, которые горят желанием поработать в кино, попадают. Мы достаточно открытое киносообщество, мы как бы не делаем каких-то иерархальных вещей, там, заслонов. Да, то есть кто желает, частенько попадает на площадку, и оттуда уже начинает уже учиться прямо непосредственно на площадке вот, Азам кино. Как вообще. 6 смен короткометражный фильм мы сняли. Это вот как раз с этой группой, да. И у нас сейчас финальная смена должна быть в мае, потому что мы ждем, когда снег растает. Там у нас по истории должна быть такая локация, такое место, чтобы именно было так тепло и как бы ощущение, что уже лето начинается, да. Вот. И это история, которую ребята сами написали, сценарий сами написали, и ее сами же вот сейчас вот попробовали снять. Думаю, что в следующий раз киношкола тоже сузится в другом каком-то направлении, может там по режиссерскому мастерству, да, или может там какие-то продюсирования, что-то какое-то направление, которое более нам необходимо. Вот. Ну, про слушателей я вообще хочу отдельно сказать. Во-первых, замечательно, что это очень разновозрастная компания. Потому что же обычно говорят, литературный сын, когда поступает, должен быть бэкграунд какой-то, жизненный опыт. Вы знаете, ничего здесь не должно быть. Как бы. Все абсолютно индивидуально. Да? Мы прекрасно знаем, как многие наши знаменитые там, литературные деятели, кинодеятели начинали карьеру иногда до 20 лет, раньше 20 лет, и при этом замечательно начинали, да, если у них сразу было какое-то воображение, да, сразу была какая-то одаренность, скажем так, да, и какое-то острое чувство как бы мира, да, то есть они могли сразу какие-то образы интересные воплощать. Я не думаю, что здесь должны быть какие-то возрастные цензы, знаете, говорят, там, в творческие вузы поступать там только второе образование, только после 25 лет нужно получить жизненный опыт. Кому-то жизненный опыт многое даст, кому-то ничего не даст. Так что никаких как бы универсальных здесь средств нет. Мне как раз нравилось, что ребята в группе очень разные. Есть явно 20-летние ребята, есть наоборот люди, которые, может быть, там есть кто-то и старше меня, мне так показалось. Вот. Это замечательно, потому что это говорит как раз о том, что на самом деле это все равно сейчас у нас были такие занятия все-таки для начинающих. И скорее это говорит о том, что никогда не поздно начинать, на самом деле. И самое главное, что никогда не нужно останавливаться, как бы учиться, да, потому что, я вижу, что здесь есть ребята с хорошим уже опытом, с хорошей рукой, скажем так, набитой. Я могу сказать, что, пара сценариев вот из того, что предлагалось на конкурс, но они уже практически готовы. Мне даже вот не по себе от того, что в работе с одним из этих сценариев, я ограничился минимальными комментариями, и вроде как я должен как бы больше помогать, да, но, а что как бы помогать, если уже и так
как бы все сложилось, история на самом деле сложилась. Так что есть люди и опытные, но мне кажется, что никогда не наступает вот этот момент, когда ты уже получил достаточный опыт, чтобы перестать учиться. Да? Нужно всегда как-то продолжать вот этим саморазвитием заниматься, особенно в драматургии. Стараются сделать в том числе, исходя из собственного опыта, из собственного зрительского опыта в том числе, да, ориентируясь на то, что они до этого смотрели. Но меня немножко это утомило. Мрачности много хорроров. Я ничего против не имею. Просто когда мы говорим про какие-то процентные соотношения, вот я скажу честно, вот у нас есть среди победителей, ну вот те, кто вошел в 15 как бы финалистов, одна история, которая, ну, правда, она была с такой драматургической профессиональной точки зрения совсем не проработана. Но она была так очаровательно наивна, что на общем фоне вот просто какая-то ее тональность, такая мягкая, улыбчивая, вот только за это мы ее отметили, что он просто выделяется. Вот, к сожалению, мало было очень историй комедийного толка. Вот, опять же, не уверен, что это связано с тем, что в якутском кино такого нет. Я знаю, что снимают комедии, да, и они пользуются популярностью, но вот из того, что нам прислали, мне как раз вот жанрового, скажем так, и тематического диапазона не хватило. Вот много историй, которые прямо ты видишь, что люди идут одними тропами, или там отношения города и деревни. Я понимаю, что это, видимо, насущная такая тема для якутской жизни, но если мы обращаемся к темам, которые лежат на поверхности, что называется, летают в воздухе, то как раз-таки это требует какого-то оригинального взгляда. Да? А здесь много, ну, вот, ну скажем так, такого одномерного, что ли, немножко шаблонного подхода, но опять же для как бы начинающих людей это абсолютно естественно. Сложнее писать сценарий игрового. Документального кино сценарий можно и не писать. А вот если, например, это кино, которое снимается методом наблюдения, там по сути драматургия складывается на монтаже. То есть вот сначала режиссер живет год со своими героями, снимает их, а дальше уже, ну, история складывается и в процессе съемок, и на монтаже. Да? Если мы говорим не про телевизионную документалистику, а вот про такое живое кино наблюдение, а игровое кино — это сценарий, еще раз сценарий.